Иван Попелов. Жил себе дед да баба, и было у их 3 сына. 2 разумных, а 3 дурень, по имени Иван, по прозванию Попелов. Ён 12 лет лежав у попеле, во пасля того встав із попелу, і як стряхнувся, так із яго зляцела 6 пудов попелу. В том царстве, где жил Иван, не было дня, а все ночь. Это зрабив змей. Во Иван и обозвався, чтоб истребить этого змея, да и каже своему батьку: «Тату, зраби мені куцабу в 5 пудов». Узявши тую куцабу, ён пошел на поле и кинув ее угору, и пошел домов. На другий день пришел Иван на поле, на тое место, где, подкинув куцабу, наставив в лоб, як летить тая куцаба, як ударя его в лоб, да и разбилась надвое. Иван пришел домов, да и каже своему батьку: «Тату, зраби мені другую куцабу в 10 пудов». Узявши тую куцабу, Иван пошел на поле, да и кинув ее угору. Летела тая куцаба 3 дни и 3 ночи. На 4-й день пошел Иван на тое место, як летить тая куцаба, ён наставил колено, и тая куцаба разбилась на 3 части. Попелов пришел домов, загадав батьку зробить 3-ю куцабу у 15 пудов. Узяв тую куцабу, пришел на поле и, подкинув ее угору, летела тая куцаба 6 дней. На 7-й день Иван пошел на тое место, летит тая куцаба, як ударится об лоб Иванов, так аж лоб подався. Во ён и каже: «Ета куцаба и сдержа змея». Во, собравшись, Иван поехал с братами побивать того змея. Едя ён да едя, аж стоит хатка на куриной ножке, а в той хатце живе змей. Яны там остановились. Иван повесил свои рукавицы, да и каже братам: «Як из моих рукавиц потече кровь, так прибегайте ко мне на помощь». Сказавши это, Иван пошел в хату, да и сев под мостом. Аж едя змей на 3 головах. Конь споткнулся, собака завыла, сокол затрелев. Змей говоря: «Чего ты, конь, споткнулся? Собака завыла, сокол затрелев». «Як же мені не спотыкаться, каже конь, коли под мостом сидит Иван Попелов». Во змей каже: «Выходи-ка сюда, Иванушка, померяем с тобою силы». Ён выходя, и стали яны биться. Иван побив того змея, да и сев изнова под мост. Едя другий змей на 6 головах, ён и того змея побив, аж едя 3 на 12 головах. Ён и с тым став биться, и збив ему 9 голов, не стало у змея силы. Глядять яны, аж летит ворон и кричит: «Кровь! Кровь!» Змей каже тому ворону: «Лети до моей жонки, яна заесть Ивана Попелова». А ён каже: «Лети к моим братам, як яны приедут, мы этого змея убьем и тебе мясо оставим». Ворон, послухав Ивана, полетев к его братам, да и став каркать над их головами. Браты проснулись и, почувши воронов крик, побегли на помощь к брату. Убили того змея, взяли змееву голову и, пришовши к его хате,
яны разломили голову, и став белый свет по всему царству. Побивши змея, Иван Попелов с братами поехал домов и забыл взять рукавицы, велев братам подождать его, а сам вернулся за рукавицами. Як подъехав к хате и хотел взять рукавицы, глядеть, аж там змеиха и змеевы дочки размовляют промеж собою. Ён зрабіўся котом, да и став курнявкать под дверями. Яны пустили яго у хату. Ён, выслухавши все, что яны говорили, ухватив рукавицы и побег. Прибегши к братам, сев на коня, во яны и поехали. Едут яны да едут, во пред ими зеленый луг, а на том лугу подушки шовковые. Во братья и кажут: напасем туточка коней и сами одышим. Иван каже: постойте, братцы. Да, взявши куцабу, ударив по тым подушкам, из тых подушек потекла кровь. Во яны поехали дальше. Едут, аж стоит яблонька, и на той яблоньке золотые и серебряные яблочки. Во братья и кажут: давайте съедим по яблочку. Иван говоря: постойте, братцы, я попробую. И, взявши куцабу, ударив по той яблоне, из ее потекла кровь. Яны поехали дальше. Едут яны да едут, во пред ими крыница. Братья кажут: напьемся воды. А Иван Попелов и говоря: стойте, братцы. Узявши куцабу, ён ударив по крынице, и из той воды зрабілася кровь. Луг, шовковые подушки, яблоня и крыница — это все были дочки змеевы. Побивши змеевых дочек, Иван Попелов поехал с братами домов. Аж летит за ими змеиха, разъявила рот от неба до земли и хотела Ивана проглотнуть. Иван и браты его кинули ей 3 пуда соли. Яна проглотнула тую соль, подумавши, что то Иван Попелов, а далее як рассмаковала тую соль и убачила, что это не Иван, побегла снова вслед. Во ён бача, что беда, як припустив коня, да и сховався у кузню Кузьме и Демьяну за 12 дверей. Змеиха прилетела, да и каже Кузьме и Демьяну: «Отдайте мне Ивана Попелова!» А яны кажут: «Пролежи языком 12 дверей, да и бери». Змеиха зачала лизать двери, а яны разогрели железные щипцы, и як только яна просунула язык у кузню, яны ухватили ее за язык и начали бить молотами. Убивши змеиху, спалили и попел по ветру рассыпали, а сами поехали домов. Стали жить да поживать, гулять да пировать, мед да вино попивать. И я там быв, вино пив, и в роте не было, а по бороде только текло.